Мухатбеков, недавно у вас состоялась встреча с заместителем главы Минприроды России Константином Румянцевым. О чем вы говорили, какое решение было принято на этом совещании? Да, на 6 марта у меня состоялась рабочая встреча с заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Румянцевым Константином Андреевичем. Там обсуждались вопросы по реализации мероприятий, которые планируется выполнить у нас на территории Республики Ингушетия в текущем году. Это федеральный проект «Чистая страна», это ликвидация и рекультивация свалок и создание комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Нами была разработана проектно-сметная документация по рекультивации свалки Малгобек еще в 2018 году. Когда мы ее сдали на экспертизу, возник вопрос там по методу рекультивации. То есть те свалки, которые мы ликвидировали в прошлом году, мусор с этих свалок увозился на полигон Тобола. Но есть определенный лимит, который установлен, и вот собственник полигона может принять там определенный объем, но при ликвидации вот этих двух свалок в Нестеровском и на города Назрани в прошлом году там туда было вывезено порядка более 800 тысяч тонн мусора. И на экспертизе были замечания, что необходимо поменять метод рекультивации, то есть сегодня есть такие технологии по всей России, вот 12 субъектов, которые участвовали в прошлом году и которые ликвидировали свалки, полигоны на своих территориях, у них был другой метод рекультивации, то есть это консервация. Но с применением современных технологий, там, материалов и все такое. Имеется в виду проектно-сметную документацию мы по замечаниям уже откорректировали, по новому сделали все и изыскания, и проектные решения. На данный момент они находятся на экспертизе, экологической экспертизе государственной в Центральном аппарате Росприроднадзора. Этот вопрос тоже мною обсуждался с заместителем министра природных ресурсов. Там мусор будет перемещен и будет как бы законсервирован, но с применением современных, и там и подложка предусмотрена, и ливневка, и дренажная система, и очень много там технологий применяется при консервации таким путем. Эти вопросы мы тоже обсудили. Мы обязались до 1 апреля представить проектно-сметную документацию с заключениями госэкспертиз, полный пакет документов, чтобы в этом году как-то начать работу по ликвидации свалки города Малгобек. На данный момент у нас сроки ликвидации поменялись, то есть мы хотели в 2020 году, в этом году ликвидировать свалку Малгобек, но с учетом объемов, которые сейчас возникли в ходе корректировки, данная свалка будет ликвидирована в 2020-2021 году. То есть план ликвидации мусорных свалок уже составлен? Но у нас есть региональный проект «Чистая страна», паспорт этого регионального проекта, там все предусмотрено, и сроки исполнения, и результаты, показатели результативности, которые мы достигаем при ликвидации свалок. Помимо этого, тоже обсуждался вопрос по созданию системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, то есть это имеется в виду объекты переработки, сортировки, утилизации, консервации, вот такие объекты. Мухатбек, вот вы сказали, что после освобождения от мусора земля требует особого восстановления. А вот средства на рекультивацию выделяете с федерального бюджета или же с местного? Это субсидии. Если субсидии предоставляются из федерального бюджета в качестве софинансирования. Само слово субсидия, это сразу же подразумевается, там необходимо
обеспечить соответствующий уровень финансирования из республиканского бюджета, то есть не 100%. По ликвидации свалок по чистой стране у нас 95 ФБ и 5% РБ. Когда дело уже доходит до финансирования, заключается соответственно соглашение о предоставлении субсидий бюджету того или иного субъекта. 95 на 5%. Ну вот, чтобы надолго забыть о проблеме утилизации мусора, планируется ли строительство нового полигона в республике? Да, нами уже проводится работа по данному вопросу. Было проведено несколько совещаний в правительстве республики. Мы нашли инвестора, то есть он сам как бы изъявил желание построить современный полигон на территории Республики Ингушетия. У нас один полигон существует, он находится в городе Сунжа, но он недостаточен. Необходимо еще построить как минимум еще 2 полигона с соответствующей инфраструктурой. Что это имеется в виду? Там необходимо как минимум поставить сортировку и компостирование. Нами были направлены соответствующие письма и в Минимущество, и в Минсельхоз, и в администрацию Назранского района. Ну, землю мы как бы нашли. Этот земельный участок площадью 10 гектаров, как бы мы выезжали, смотрели, выбирали этот земельный участок, чтобы он соответствовал тем требованиям, которые установлены в Федеральном законе об охране окружающей среды. Были проведены насчет этого вопроса общественные обсуждения в сельском поселении Барсуки. Но люди были против. То есть население Барсуки были против, что на их территории планируется построить полигон. Сами понимаете, для них это звучит как-то негативно, то, что будет построен полигон. На самом деле от населенных пунктов там он очень далек. Тот диаметр, который предусмотрен в законодательстве, в действующем законодательстве, он заставляет, если 2 километра в радиусе нет населенных пунктов, там, домов, там, других объектов инфраструктуры, то можно построить полигон, но он должен быть современным, он должен отвечать требованиям сегодняшнего природоохранного законодательства. И в первую очередь имеется в виду это благополучие населения нашего, чтобы он никак негативно не влиял на быт и жизнь населения, жителей. И к какому вопросу вы пришли? Вот они там очень негативно отозвались насчет этого, но мы и дальше работаем, мы сейчас планируем, тоже запланировано у нас на следующей неделе совещание в правительстве, опять с участием и депутатов этого населенного пункта, и депутатов районной администрации. Мы будем доводить до населения, что данный земельный участок, он подходит под строительство полигона, и что он не окажет такого негативного воздействия в целом на окружающую среду. Мухарбек, мы все знаем, что в республике еще имеются несанкционированные свалки. Как вы с этим боретесь? У нас на территории республики уже вот как законсервированные у нас есть свалки, 12 свалок в сельских поселениях. Вот 4 свалки у нас были расположены на территории городов. Вот как раз 204 указ о национальных проектах, там конкретно сформулировано в указе президента Российской Федерации, это ликвидация свалок, которые находятся в границах городов, в первую очередь. Вот эти 4 свалки, 2 мы уже ликвидировали в прошлом году, Малгобек и Карбулак у нас остались. Они уже занесены в ГРАНОС, то есть это государственный реестр объектов накопленного экологического ущерба. Там направляется соответствующая заявка, прилагаются необходимые документы, и они заносятся в ГРАНОС. Эти 4 объекта у нас уже занесены.
Два уже выполнены у нас, реализованы в прошлом году, и Малгобек и Карбулак мы планируем в 2020, 2021 и 2022 годах тоже их ликвидировать. Проектно-сметная документация нами уже разработана, как я уже сказал ранее. Также нами проводится работа, в том числе этот вопрос тоже обсуждался мною в Москве, о включении в ГРАНВОЗ вот этих свалок, которые у нас расположены и законсервированы на территории сельских поселений. Есть некоторые субъекты, которые, они их включили ранее, еще в 16, 15, 14 годах, они включали даже те свалки в ГРАНВОЗ, которые у них расположены на территории сельских поселений, скажем так. Вот этот момент тоже был поддержан. Сейчас мы формируем заявки по мере осуществления кадастрового учета, то есть вот те земли, их надо поставить на кадастровый учет, и соответственно с той заявкой мы направляем как минимум выписку из ИГРН, что этот земельный участок находится в собственности муниципальной или республиканской. И минимум анализов, которые необходимо провести, тоже надо приложить к заявке, чтобы их конкретно занесли в ГРАНВОЗ. Это в ГРАНВОЗ вот эти объекты вносят Минприроды России сегодня. Мухамбек, вот вопрос сохранности наших лесов – одна из самых таких важнейших задач в регионе. Мы знаем, что в республике активно действует национальный проект сохранения лесов. И в связи с этим, какие мероприятия проведены в целях санитарной защиты лесов, лесоразведения и восстановления? За прошлый год, в 2019 году, проведены работы по лесовосстановлению на площади 75 га. Также в рамках федерального проекта сохранения лесов нами была закуплена техника, спецтехника, лесопожарная техника, имеется в виду 18 единиц техники, которая оснащена специальными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. Эта работа проводилась в прошлом году. Также в этом году нами планируется закупить 11 единиц техники, там 5 единиц лесопожарной техники, еще дополнительно мы будем приобретать, и 11 автомобилей, это ВАЗ, Нива, которые будут применены, то есть будут закуплены в целях осуществления вот этого лесопатрулирования, то есть на них для проведения соответствующей работы для лесных инспекторов. Вот на недавнем совещании главы республики особое внимание было уделено вопросу незаконной заготовки древесины в регионе. И по его словам, есть ряд недоработок по сохранности лесов. В чем проблема? Нет четкого механизма обхода леса или еще есть какие-то другие проблемы? Да, на самом деле критика прозвучала очень, это была реальная критика, справедливая критика в отношении вот этого направления. На самом деле уже месяца 2 назад мы закрепили за лесниками свои обходы. То есть раньше этого не было. То есть на сегодняшний день любой обход, он закреплен за лесником, он является материально ответственным лицом. Это одно. Помимо того, по выявлению вот этих нарушений, это с трудом очень получается у наших инспекторов, но тем не менее мы сейчас над этим работаем. Мы будем усиливать работу по лесному контролю. Это непосредственно, в том числе то, что я сказал, то, что закреплены конкретные участки обхода и за лесниками, это уже говорит об определенной ответственности, которую будут нести вот эти лесники. Дальше у нас есть подготовленное соглашение о совместной работе по выявлению и пресечению незаконной рубки леса с МВД. Подключились тоже, ФСБ тоже подключились к этой работе. После того совещания, которое прошло в феврале, были проведены совместные рейдовые мероприятия с участием МВД, сотрудников МВД, были привлечены также для проверки лесопилок
Ингуш, представители Ингушэнерго, соответственно, они проверяли, там есть ли наличие договора на энергопотребление. В конечном итоге там оказалось, что договор имелся только у 2 лесопилок. По Сунжскому району были проверены, всего там стоят 45 лесопилок. На момент рейдовых мероприятий там работали фактически 2 лесопилки. Фактически работали 2 лесопилки, у которых были и договора, а остальные, ну, они стояли. Там и леса не было как такового, и доски не было, но тем не менее они все взяты на контроль, поставлены на учет и энергетиками, и администрацией. Администрация Сунжского района тоже принимает активное участие в этой созданной комиссии. И представители Минприроды и нашего лесничества. В общем, эта работа начата, проводится, там составлены 2 материала по этим рейдовым мероприятиям. Но мы в дальнейшем будем работать. Еще вопрос, у нас отсутствие лесопитомника на территории Республики Ингушетия. То есть мы не можем выращивать сами саженцы для дальнейшего восстановления, для дальнейшего лесопосадок. Сейчас, на сегодняшний день мы нашли, на самом деле это проблематично. Все, что связано с землей, отвода земли под тот или иной объект, у нас очень проблематично сегодня в республике. Мы выбрали земельный участок на территории лесного фонда, это в Сунжском районе, где там будет установлен забор, ограждение, соответственно, соответствующая емкость, их же надо саженцы поливать. Этот участок мы уже определили, сейчас ведется работа по заготовке материалов, чтобы там сделать ограждение, чтобы там установить подземную емкость для расширения вот этой земли. И по почве там этот земельный участок подходит. В общем, вот эта работа тоже нами начата. Это был большой минус для республики. И еще есть проблема, это создание лесопожарной станции. То есть сегодня у нас есть 2 лесопожарных центра. Назрановский и Сунжский. Но согласно постановлению правительства Российской Федерации, все субъекты до 1 января 2019 года им необходимо, нам надо было создать лесопожарные станции. Это 2 типа и 3 типа. Там есть свои типы, свои категории. На сегодняшний день этот вопрос тоже нами не решен. Мы поднимали этот вопрос у главы, мы поднимали этот вопрос, обсуждали и проводили совещания в правительстве нашем. Там необходимы денежные средства на заработные платы. Эта лесопожарная станция, она должна состоять с учетом тех исходных данных республики. Там должны работать не менее 25 человек. Мухаммед, мы знаем, что во всем мире в летнее время часто горят леса, и, как показывает практика, по разным причинам это и оставленный непотушенный костер после пикника, и сигарета, и много чего. А вот как часто бывает у нас, что горит лес, и есть ли у нас соответствующая лесопожарная техника, хоть вы и говорили, что вы собираетесь приобрести, но если она в достатке на сегодняшнее время? У нас ее раньше практически не было вообще, лесопожарной техники. В прошлом году, как я сказал, мы закупили 18 единиц лесопожарной техники. Сейчас сказать, что она в достатке, я бы не сказал, поэтому мы в этом году тоже планируем докупить эту технику. Но она у нас сегодня есть в необходимом количестве, скажем так. Вот, к примеру, на прошлой неделе было 15 возгораний не земли лесного фонда, то есть не лес и не на землях лесного, а был, обычно весной поджигают люди пал. Но это все равно угроза. Это, конечно, угроза, и туда 15 пожаров, которые могли перекинуться на лесной фонд, даже в Джайратском районе была такая угроза, что мог огонь перекинуться на населенный пункт. Вот наши лесопожарники, эти специалисты выехали и потушили вот эти пожары.
Теперь давайте поговорим о водных объектах республики. Мухарбек, вы контролируете водные объекты республики. На сегодняшний день в каком они состоянии? В качестве, имеется в виду качество воды? Для сравнения вот, с другими субъектами я бы могу твердо сказать, что у нас санитарно-экологическое состояние наших водных объектов, имеется в виду это сама вода, и за исключением, конечно, Камбелеевки, это на самом деле большая проблема, и водоохранные зоны, имеется в виду, у нас в удовлетворительном состоянии. Камбелеевка, вы сами, наверное, много раз слышали, Да, река загрязняется на территории Ерсо-Алания, она протекает по границе, это Кантышево и Далаково у нас. Вот, люди на самом деле жалуются на эту ситуацию. Конечно, это продолжается с 2007 года вот, началось это все. Я помню, у вас еще рейдовое мероприятие Да, было совместно с РСО Алании. Да, это, если сказать по существу, то это компетенция соответствующих органов РСО-Алания. Они над этим работают, соответственно, они отчитываются в СКФО, то есть по укрытству по СКФО и Росприроднадзор по Северо-Кавказскому федеральному округу. Фактически этот водный объект находится под контролем Росприроднадзора по республике Ингушетия. Соответственно, они над этим и работают. Но тем не менее, мы 2 раза туда выезжали совместно с Росприроднадзором РСО Алания, с нашими коллегами оттуда, то есть с Министерства природных ресурсов. Мы провели там рейдовые мероприятия, сделали отборы проб. Кратно повышалось загрязнение по результатам этих протоколов анализов, там десятки раз превышались предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воде этого водного объекта. Но там снизился, когда в 17 году или 18 году, сейчас я точно не... В 16-м, если я не ошибаюсь. Да, в 16 году там улучшилось состояние этой воды в этой реке, но бывает, что сегодня так там поступают жалобы от жителей Кантышева, Далакова, что там залповый сброс. Имеется в виду те, как они называют их, зерноперерабатывающие заводы, то есть это спиртзаводы, такие установки у них, мини-установки локальные. С убойных цехов тоже они сбрасывают там всякие нечистоты. И, соответственно, по-моему, там они еще не решили этот вопрос. Город Владикавказ, фактически у города Владикавказ нет очистных сооружений. То есть вот эта собачья балка, так называется, как бы типа река, но это не река, это, соответственно, канализация, которая впадает в реку Камбелеевка. Вот такие беды там происходят. Еще наказать нельзя их? Конечно, мы же обращаемся, мы запрашиваем у них информацию, они наказывают. Росприроднадзор по РСО Алания непосредственно, и министерство тоже по своим объектам наказывают, но недостаточно. Вот эти залповые сбросы, они и сегодня происходят в данную реку. На территории Республики Ингушетия, если сказать по существу, никаких сбросов, никакого загрязнения этой реки нет. Камбелеевка. Да. Вот по нашей информации есть некоторые владельцы частных домовладений и руководители организаций, вместо того, чтобы копать выгребные ямы и проводить трубы к городской канализации, выводят стоки бытовых и промышленных отходов в водоемы республики. А что вы на это скажете? Но есть такие случаи. По рейдам, которые мы проводили и в 2017 году, как раз был год экологии, было более 100 было демонтировано канализационных труб в реку Назрань. Демонтировано. Это было рейдовое мероприятие совместно с администрацией города Назрань и нашими инспекторами. На где-то месяца полтора назад тоже
до территории Барсуки тоже был выезд, вот что там, ну это было по информации, были демонтированы опять два новых этих канализационных вывода в реку Назранка. Эта работа ведется еженедельно, то есть наши инспектора Минприроды, они еженедельно проводят, у них охвачена вся территория, имеется в виду подведомственная территория, на которых они осуществляют свой контроль, в том числе и водный контроль за охраной и использованием водных объектов регионального значения. Нарушители наказаны? Ну, соответственно, конечно, наказаны, составляются материалы, соответственно, выносится постановление о назначении административного наказания, предписания выдаются об устранении тех или иных нарушений. Ну и последний вопрос, наверное, Мухарбек. Вот можно заметить, когда мы проезжаем, по дороге стоят, не по дороге, около дороги там стоят информационные знаки. Водоохранная зона, там есть какая-то информация. Многие, я думаю, не понимают, для чего они установлены. Поясните, пожалуйста. Да, эти знаки, они нами установлены водоохранной зоны и прибрежно-защитных полос всех рек, которые расположены на территории Республики Ингушетия. После их установления сведения, имеются конкретно географические координаты, те или иные сведения нами вносятся в Государственный водный реестр. Также эти сведения по реке Сунджа, Арамхи, Камбелеевка, Асса внесены в государственный кадастр недвижимости. То есть это знак, сам знак, если он установлен, это имеется в виду, что там есть ограничения любой деятельности в водоохранной зоне. Это говорит о том, что если там тот или иной муниципалитет планирует отвести земельный участок даже под ту или иную деятельность, имеется в виду экономическая деятельность, вот этого нельзя делать без соответствующих согласований с природоохранными ведомствами. ИЖС тоже нельзя. Почему? При паводках, проводках существует реальная угроза затопления и подтопления вот этих домовладений, которые будут построены. А те дома, которые у нас притык стоят к руслу рек, уже которые построены, которые уже там находятся, в отношении них в целом по Российской Федерации это уже нельзя их оттуда выселять или еще что-то. Имеется в виду, где вот это все планируется, и где планируется отводить такие земельные участки под ту или иную деятельность, а также и под ИЖС. Нельзя так делать, должны быть соответствующие согласования. А то, что вот их установили и закрепили на местности, это означает, что там запрещена, там есть обременение, ограничения.